конкуренции. Меня зовут Иванова Самана, мне 6 лет. Я воспитанница старшей группы детского сада «Мечар». Сегодня мой доклад «Натуральные соки». Здоровый образ жизни связан с правильным питанием. Одним из элементов здорового питания ребенка является питье соков. Именно в них содержится очень много витаминов, минералов и природного сахара, которые нужны для растущего организма. В наше время в магазине можно увидеть очень много соков. Чем же они отличаются от домашнего, натурального? Цель работы – определить натуральность сока. Задача исследования. Первое – поиск информации. Второе – сравнить качество соков. И третье – сделать выводы. Объект исследования – разные магазинные соки и домашние соки. Предмет исследования – витамин С, ароматизатор и краситель. С давних времен люди знают, что фруктовые и овощные соки полезны для здоровья. Соки делят на 3 вида: свежевыжатый, сок прямого отжима и восстановленный сок. Свежевыжатый сок делает с помощью соковыжималки. Сок прямого отжима делает из спелых фруктов и овощей, прошедшей пастеризации, разлитой стеклянной тарой. Восстановленный сок – это сок, изготовленный из сока и воды. Поступает в продажу в асептической упаковке. Соки делают из фруктов, овощей и ягод, а также соки делают из трав и зелени. Эксперимент номер 1. Определить витамин С. Для этого нам нужен аптечный йод. Если йод не изменит цвет, значит витамин С очень низкое. Эксперимент номер 2. Определить ароматизатор. Для этого я нанесла немного сока на свой пальчик. Если кожа станет жирной, значит там есть ароматизатор. Эксперимент номер 3. Определить краситель. Для этого нам нужна сода. В соду надо добавить сок. Если сок изменит цвет, значит там нет красителя. Вывод. Все магазинные соки имеют все свои минусы. В следующее испытание пошел только один сок. Это бабушкин домашний сок из черной смородины. По этому эксперименту можно сделать вывод, что у домашних соков много витаминов, минералов, которые нужны для растущего организма. Спасибо за внимание.